Вы смотрите новости Татарстана, в студии Алексей Калиничев. Здравствуйте. И по традиции мы начинаем с памятных событий в истории ТАССР. Так, в 1933 году в Казани утвердили проект строительства фабрики кинопленки. Она стала единственной тогда в стране. В 1936 году на казанской пленке напечатали легендарную советскую киноленту «Мы из Кронштадта». Во время Великой Отечественной фабрика освоила выпуск аэрофотопленки для воздушной разведки. За годы войны здесь впервые выпустили специальную пленку для противогазов. С 1974 года фабрика стала называться «Тасма». 11 мая 1971 года в Казани появились улицы имени Гарифьянова и Камаева. Это известные татарстанские профессора. Нургаяз Гарифьянов был ученым-физиком, специалистом в области парамагнитного резонанса. Гилеем Камай, первый татарский химик, был награжден госпремией за исследования в области органических производных фосфора и мышьяка. Ну а мы возвращаемся в наши дни, и вот о чем пойдет речь. Ограничения и изменения. Будет пресекаться и жестко наказываться. Как теперь татарстанцам можно выйти из дома, узнал Дмитрий Аренин. День приоткрытых дверей. Мы уже начинаем работать в штатном режиме. Будем принимать всех желающих детей. Образовательные учреждения в Татарстане переходят на новый режим работы. Что ждет школьников и студентов, знает Наталья Мезина. Кровли в городе, а не на крыше. Последствия Кукмарского урагана оценила Елена Веселова. Ветхая история. Усадьба в целом вся сохранилась. Вот в этом еще ее ценность. О судьбе усадьбы городской в Казани расскажет Рамиль Галиуллин. Сегодня Владимир Путин объявил, с 12 мая страна выходит из режима нерабочих дней. Президент провел совещание по видеоконференц-связи с регионами. В нем принимал участие Рустам Минниханов. Владимир Путин объявил о дополнительных мерах поддержки. С 1 июня вводятся единовременные выплаты по 10 тысяч рублей на каждого ребенка от 3 до 16 лет. И по 5 тысяч рублей всем семьям с детьми до 3 лет. Размер детского пособия для неработающих граждан повышен до 6750 рублей. Для соцработников до 15 июля будет установлена специальная федеральная доплата. Малому и среднему бизнесу спишут налоги за второй квартал, кроме НДС, и дадут кредиты по 2%. Также главам регионов поручено определить меры поддержки предприятий. В общей сложности, с учетом сегодняшних и ранее принятых решений, такую поддержку получат 27 миллионов российских детей. От младенцев до учеников школы. Считаю, что именно такими должны быть приоритеты государства. Особенно сейчас. В поддержке нуждаются и средства массовой информации. Об этом говорят руководители региональных телекомпаний. Национальная ассоциация телерадиовещателей провела большую онлайн-встречу с медиа-менеджерами в регионах страны. Напомним, сегодня в состав ассоциации входят более 600 телерадиокомпаний. Включить СМИ в список наиболее пострадавших отраслей в период пандемии. Такое предложение на встрече озвучил председатель Союза журналистов Республики, руководитель ТНВ Ильшат Аминов. В список необходимых мер поддержки должны войти снижение налогов, платежи за электроэнергию по факту и обеспечение социальной платной рекламы. Чтобы выстоять в нелегкий период, на телеканале ТНВ соблюдаются все необходимые правила, сообщает Ильшат Аминов. Из 900 сотрудников работают только 150, в основном дистанционно. Они играют очень важную роль в информировании населения, в представлении, если хотите, информационных услуг. Большие федеральные каналы, даже большие республиканские, не всегда могут дойти до проблем конкретной улицы, конкретного дома. А у них огромные задачи, в смысле социальные. И там огромное количество людей работает. Теперь без пропусков, но с повышенными мерами индивидуальной защиты. Сегодня в Доме правительства представили новые правила режима пандемии. С завтрашнего дня постановлением Кабмина введен ряд послаблений. Так откроются автосалоны, малые непродовольственные магазины с отдельным входом. И в ЗАГСах разрешат бракосочетание с числом участников менее 10. Обо всем, что меняется и как к этому отнеслись татарстанцы, узнал Дмитрий Аренин.
Теперь, чтобы выйти из дома, татарстанцам не нужно иметь СМС-пропуска и справки от работодателей. Но 2 этих обязательных предмета заменяются на 2 других. Нужно надевать маску и перчатки. Носить их нужно везде, начиная от порога своей квартиры. Это поможет не заразиться от встречных на улице, отобьет привычку трогать свое лицо. Как объясняют, коронавирус способен держаться на различных предметах в течение 3 суток. При этом татарстанцам рекомендуют продолжать соблюдать режим самоизоляции. Настоятельно рекомендуется сохранять режим самоизоляции для тех граждан, которые могут не выходить на работу. Маска, перчатки и социальное дистанцирование – это наши неотъемлемые атрибуты в ближайшее время. Как доложил Роспотребнадзор, благодаря ранее принятым мерам удалось избежать взрывного роста инфекций. Сейчас ситуация стабилизировалась, но остается непростой. И сегодня крайне важно всем жителям ограничить общение с ненужными посторонними людьми. Сейчас не время для похода в гости или приглашения гостей к себе. Как бы банально на первый взгляд эти меры предосторожности не были, это на сегодня единственные возможные и эффективные меры. И сегодня та беспечность, которую демонстрируют наши жители, а часто и работники торговли, избегая ношения масок, будет пресекаться и жестко наказываться. Сохранится система штрафов. Наказывать будут и граждане, и организации, которые допустили к себе людей без средств защиты. Полиция снимет свои заслоны на въезды в города и будет больше внимания уделять тому, что происходит внутри населенных пунктов. Если человек без маски в общественных местах, если маски нет, это образует тот же состав 20.6. Акцент будет на проведение частых сплошных локальных проверок порайонно. С завтрашнего дня в Татарстане смогут открыться автосалоны и непродовольственные магазины с отдельным входом и площадью менее 400 квадратных метров. В ЗАГСах разрешат бракосочетание с числом участников не более 10. Как люди относятся к таким изменениям, мы спросили у татарстанцев. Ослабевает режим самоизоляции. Слышали, да, наверное? Что думаете по этому поводу? Думаю, что рано уходить от этого на самом деле, потому что как бы проблема имеет место быть. Я не знаю, я честно говорю. У нас не останавливается жизнь, жизнь продолжается, а работать нужно. Штрафовать за то, что без масок и без перчаток. Закрытыми по-прежнему останутся парки, не советуют заходить на спортивные и детские площадки. Не будет в ближайшее время массовых развлекательных мероприятий. Всех приезжих также будут отправлять на обязательную обсервацию. В ближайшую неделю, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация, собираются решить, нужно ли разрешить работу стоматологиям. Дмитрий Аринин, Вадим Илларионов, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Обеспечить нормальную работу предприятий, сохраняя при этом безопасность. Такое поручение дал сегодня Рустам Минниханов главам на совещании в режиме видеоконференц-связи. Он напомнил, что режим самоизоляции не отменяется. Вносятся лишь новые вводные, чтобы заработала экономика. Как отметил президент, на сегодняшний день более 90% предприятий республики в той или иной степени уже работают. И практика показала, что при правильной организации безопасности людей можно возобновлять работу. Напомним, разработать в регионах свои программы по восстановлению экономики было поручено Владимиром Путиным на совещании 6 мая. Я очень убедительно прошу, уважаемые главы, исходя из той новой задачи, которая поставлена главой государства, очень важно сегодня нам, сохраняя безопасность на территории, которая вам верена, обеспечить нормальную работу всех наших предприятий. Не может 1,5 месяца, если предприятие, особенно малые предприятия, это очень плохо. Я убежден, если эти вопросы мы пройдем сейчас, в ближайшее время и дальше мы, там, где у нас есть пока запрет небольшой, мы эти вопросы тоже будем снимать. В Татарстане зарегистрирован 6-й случай смерти пациента с COVID-19. Скончался 70-летний житель Елабужского района. Он был госпитализирован 13 апреля в Тукаевскую ЦРБ, 30 апреля переведен в Челнинскую больницу и подключен к ИВЛ. К сожалению, спасти его не удалось. У мужчины также имелись тяжелые формы хронических заболеваний, сообщает штаб. В республике сейчас зафиксирован уже 1761 случай. В том числе за сутки диагноз подтвержден еще 90 человек. В России сегодня новый антирекорд – 11 656 новых случаев заражения коронавирусом. С завтрашнего дня начинают работать детсады и малокомплектные школы, но в особом режиме. Для посещения дошкольных учреждений обязательно справка от педиатра. Воспитатели и учителя должны будут соблюдать масочный режим. О новых правилах расскажет Наталья Мезина.
Двери детского сада пока закрыты, но уже завтра родители смогут привезти сюда своих детей. Главное – иметь при себе справку об отсутствии симптомов ОРВИ. В поликлинику за справкой идти не надо. Ее выдаст дистанционный участковый врач по звонку родителей и направит в дошкольное образовательное учреждение. А уже в садике медосмотр проводит медсестра. Уличные площадки, комнаты, игрушки будут ежедневно дезинфицировать. Каждый день тщательно будет проведен утренний фильтр с замером температуры, кожных покровов и зева. Через каждые 4 часа мы будем измерять сотрудникам температуру. Родители должны соблюдать масочный режим, и они должны при входе в детский сад обрабатывать свои руки антисептиком. Начнут работать и школы, но только те, где обучается менее 20 человек. Остальные продолжат обучение онлайн. Так ученики с 1 по 8 классы уйдут на каникулы уже через 2 недели, а старшеклассники продолжат подготовку к госэкзаменам. Государственный итоговый аттестат никто не отменял. На сегодняшний день, по нашей информации, 9-10 июня русский язык, а 16-17 июня математику мы планируем. ЕГЭ планируется тоже с 8 июня. Удаленно закончится учебный год и для студентов вузов. Так, например, в КФУ защита дипломов и сдача госэкзаменов пройдет онлайн. Удаленно встретят и будущих абитуриентов. Для них приемная комиссия откроет свои двери только в августе. Результаты ЕГЭ обязательно будут учитываться, потому что у нас в Российской Федерации школ поступает только по результатам ЕГЭ. Но помимо этого, лица, поступающие на те специальности и направления, где требуются профессиональные или творческие вступительные испытания, мы их также будем принимать с использованием дистанционных технологий. С последними звонками и выпускными вечерами пока придется потерпеть до улучшения эпид-обстановки. Однако сейчас все школы и вузы готовятся к новому учебному году и надеются традиционно встретить учеников 1 сентября. Наталья Мезина, Адель Миндубаев, ТНВ, Казань. О ситуации с пандемией в столице республики говорили и на городском штабе. И вот какие цифры приводили. Только за неделю полиция составила 2000 протоколов за нарушение режима самоизоляции. Плюс многие игнорируют средства защиты, на что обратил внимание уже Минздрав. Но вот что действительно настораживает городские власти, так это количество безработных. За месяц их стало больше в 4 раза. Режим самоизоляции переходит в режим самосохранения. И выходят все промышленные предприятия, крупный, большой, средний и малый бизнес. Как пандемия коронавируса в 5 снизила число авиаперелетов. Почему ситуацию называют катастрофической? Читайте сегодня в аналитике интернет-газеты «Реальное время». Сорванные крыши, разбитые автомобили и ущерб на сотни тысяч рублей. В Кукмаре начались восстановительные работы после урагана, бушевавшего в выходные. Стихия снесла кровли с 3 зданий. Сорванная с магазина крыша повредила 5 припаркованных машин. Когда смогут привести все в порядок, узнавала Елена Веселова. Зашли в магазин, там буквально 30 секунд и все. И от машины Фариса Ганиева не осталось практически ничего. Как говорит автовладелец, теперь это груда металлолома. Мужчина будет обращаться в свою страховую, чтобы ему возместили ущерб. Ремонту подлежит, не подлежит. Машины нет, все уже. Вот завтра в РОВД поедем. Заявление написать. Так или с меньшими последствиями сорванная с магазина крыша повредила 5 припаркованных автомобилей. Сила субботнего ветра над Кукмаром достигала 18 метров в секунду. Стихия разметала кровли первой городской гимназии и склады элеватора. Из людей никто не пострадал. Сегодня ведутся работы и в школе, и в элеваторе. Ущерб, он для предпринимателя, конечно же, значительный. Для школы там практически за 2 дня мы уже завершим. Приводить в порядок школу уже начали. Как говорят, все нужные материалы завезли, и рабочих достаточно. Придется примерно поменять 50 квадратметров кровли. Здесь каркас собираем, укрепляем все. Еще с воскресенья в районе восстанавливают торговый центр. Вчера велись осветительные работы. С сегодняшнего дня начали строительные работы. Работает 12 человек. Вот на крыше 6 человек внизу. К восстановлению элеватора собираются приступить завтра. Оправиться от урагана и привести в порядок все объекты в Кукмаре рассчитывают до конца недели. Елена Веселова, Дмитрий Аренин, Руслан Хуснудинов, Ренат Сафин, ТНВ, Кукмарский район.
В минувшие выходные Казань едва не лишилась исторического памятника городской усадьбы на Подлужной. О том, что на объекте орудует спецтехника, сообщили в соцсетях жители города. После вмешательства прокуратуры работы на объекте культурного наследия смогли остановить. Сейчас, пока правоохранители выясняют все обстоятельства, Рамиль Галиуллин изучал, почему эту усадьбу ни в коем случае нельзя снести. Улица Подлужная – самое сердце Казани. Усадьба городская была построена в 19 веке. Сам комплекс состоит из 3 частей – главного здания, флигеля и служебных помещений. Претерпевшая не один пожар, разные эпохи и домовладельцев. В знаменитой усадьбе почти каждый кирпич – историческая ценность. Первым его владельцем была семья купца Матвея Русских. Тогда здесь располагался кожевенный завод. В конце 19 века комплекс дважды меняет хозяев. Сначала переходит во владение торгового дома Миллер, Пирсон & Ко, потом врача Образцова. В 2010-м здесь располагалась секция водно-моторного спортклуба, но в последние годы территория пустовала. Уклад жизни был производственно-жилой, и там даже не было больших разрывов каких-то. Вот так это была усадьба. Потом, видимо, не выдержали конкуренцию с кожевенным заводом Алафузова, и там ее купил другой собственник, жилье стали делать. По словам общественников, здание ценно еще и тем, что до наших дней сохранился весь комплекс усадьбы. Это морфотип усадьбы, который очень мало уже сохранился в городе. Именно городской усадьбы. О том, что усадьба городская – объект культурного наследия регионального значения, говорит доска на одной из стен. Как заявили в комитете, в прошлом году была проведена экспертиза, и здание ждет реставрация. В настоящее время работы на объекте не осуществляются. В установленном порядке в отношении организации будут приняты меры реагирования. По факту незаконных строительных работ будет составлен протокол об административном правонарушении и направлен в суд. Здание считается объектом культурного наследия регионального значения с 2000 года. Как заявили в комитете, городская усадьба не должна потерять своего лица. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, ТНВ, Казань. Вы смотрите новости Татарстана, и вот о чем далее. На верность Отечеству. Все неожиданно, слишком быстро произошло. 87-й выпуск Казанского высшего командного училища получил дипломы. Как вчерашние курсанты становятся офицерами, увидел и Рамиль Шайдуллин. Несут не золотые, а голубые яйца. Я каждый день собираю яйца. В этот день не знаю, сколько будет. Для чего жительница Бугульмы начала разводить породистых кур и как их содержать в условиях пандемии, Филюза Хамидуллина. Есть такая профессия – родину защищать. Более 140 офицеров Казанского танкового училища получили лейтенантские погоны. В училище прошло 87-е торжественное вручение дипломов. По всей России военные вузы окончили 12 тысяч молодых офицеров, причем досрочно. Обычно выпуск офицеров проходил в конце июня, но сейчас это было личное распоряжение министра обороны России Сергея Шойгу из-за угрозы коронавируса завершить на месяц раньше. Как для молодых офицеров прошел знаковый день, увидел и Рамиль Шайдуллин. Чеканя шаг идут без 5 минут лейтенанты. Гордая выправка, уверенный взгляд. Прошло 4 года, как они впервые ступили на этот плац. Еще немного, и больше 140 выпускников вот-вот станут настоящими российскими офицерами. Даже не верится в какой-то степени, что вот уже вот все, мы выпускаемся с этого училища, что приедем только сюда уже, возможно, через много-много лет. Возможно, кто-то даже не сможет приехать. Равнение на Средино. Посвящение в офицеры – ритуал особый. Он проходит перед флагом страны и знаменем части. В этот раз он памятен вдвойне. Впервые военные выпускаются под знамя Великой Победы. 75 лет отделяют нас от того знаменательного дня, который изменил судьбу не только нашей Родины, но и всего мира. Учебный год на месяц раньше окончили все военные вузы страны. Всех будущих офицеров с этим днем специально поздравил Владимир Путин. Вы, офицеры России, наследники Великой Победы. И, уверен, всегда будете держать равнение на поколение победителей. Как и они, честно и преданно служить Родине. Сама церемония занимает не так много времени. Буквально за полминуты офицеры вручают дипломы, говорят слова напутствия. В ответ «Служу России», отвечают уже вчерашние курсанты. Служу России.
Еще один священный жест. Молодые военные преклоняют колени перед знаменами, отдают честь не только училищу, но и всем, кто отдал жизни, защищая Отечество. Сегодня они дали нашим ветеранам клятвенное заверение о том, что они будут достойны своих предков, достойно будут защищать наше Отечество. 141 выпускник, 23 из них окончили вуз с отличием, 4 с золотыми медалями. Отправятся в самые разные уголки страны, как потомки победителей и продолжатели славных дел предшественников. Рамиль Шайдуллин, Ильшат Мухаметов, ТНВ, Казань. Все эти выходные татарстанцы в соцсетях делились своими фото и видеороликами с празднования Дня Победы. Поздравления ветеранов, стихи, концерты, онлайн-выступления и бессмертный полк. Подборку самого яркого собрал Арман Костанян. В социальных сетях в честь 75-летия празднования Дня Победы было запущено огромное количество различных флешмобов. «Поем всем двором» или «Окна Победы», в которых пользователи очень активно участвовали. Всего было выложено более 15 тысяч фотографий и видеороликов, и ни один не оставил пользователей равнодушными. А в Лаишевском районе глава сам лично приехал и поздравил ветеранов. Без креатива не обошлось, любимый баян оказался под рукой. Конечно же, не забыли про уже ставшую любимую для всех акцию «Бессмертный полк». Он шел и в соцсетях, и на телевидении, и из окон и дворов всех домов. Кадры из одной деревни заставляют весь мир понять, что ничто не забыто, никто не забыт. И ночи у мартеновских печей не смыкала наша Родина очей. Еще один подарок в эти дни преподнес ветеранам казанский творческий коллектив. Он записал песню победителям Великой Отечественной войны под символичным названием «Помни». Кто Родину защищал, кто собой прикрыл весь мир от безумия войны. В рамках международной акции «Споем День Победы» на разных языках Олег Газманов спел ее на татарском в своем стильном стиле до мурашек. Пожалуй, самое массовое и масштабное исполнение этой песни было в одном из торговых центров Казахстана. Все вместе и с настроением спели праздничную песню. День Победы! День Победы! День Победы! Наш канал занял первое место по России в рейтинге прямой трансляции салютов 9 мая. В День Победы аудитория ТНВ выросла почти в 8 раз среди других 84 региональных каналов в стране. Об этом сообщает Национальная ассоциация телерадиовещателей. По данным Media Hills, показ городских салютов на местных телеканалах увеличил аудиторию у экранов почти в 5 раз. ТНВ показал самый высокий рост на 666%. Чем лучше погода, тем больше и работы. В Татарстане ни на сутки не прекращается посевная. По данным Минсельхозпрода, уже засеяно больше 60% яровых. Причем, если в Тетюшском, Заинском районах цифра уже давно перескочила отметку 80%, то вот в Агрызском засеяли только треть. Многое зависит от местоположения района. К примеру, на юге республики, в Алексеевском районе. Работа на финишной прямой. Как работают передовики, увидел и Рамиль Галиуллин. Крылатая машина – это не новая научная разработка из Иннополиса, а трудовая лошадка Алексеевского района. Каждый год она выезжает на поля, чтобы опрыскать от сорняков и внести удобрения. Вот уже 5 лет всем этим рулит механизатор Марсель Сингатуллин. Ничего сложного, ничего такого нет нигде. Так-то все нормально. Сложно еще. Воды залил, химию залил, как положено, и поехал. За это передовика хозяйства награждают денежным сертификатом. За то, что всегда при деле. Днем готовит машину, а потом опрыскивает поля до восхода и после заката солнца. Опрыскивателем работаем только вечером и рано утром работаем. Потому что сильный ветер, работать невозможно, пользы не выйдет.
Вот таким должен быть новый урожай, когда в хозяйстве закончат все работы, как на озимых полях агрофирмы. В марте их подкормили по 100 килограммов азотного удобрения на каждый гектар. Теперь длина каждого стебля около 20 сантиметров. Дальше только созревать, пока аграрии засевают другие участки. Сейчас начали техническую культуру сеять. Я думаю, в течение 10 дней она будет завершена. Погода позволяет. Район засел больше половины полей, 27 тысяч гектаров. На полях больше 100 машин, и аграрии не упускают ни единого дня, чтобы не отстать от графика. Посевная в Татарстане давно перешла экватор. Яровых засеяно больше 60%, чуть меньше подсолнечника и сахарной свеклы. Дело за малым, за хорошей погодой. Рамиль Галиуллин, Рамиль Шайдуллин, Рамзель Гарипов, ТНВ, Алексеевский район. Несут не золотые, но разноцветные яйца. Голубые, зеленые, даже фисташковые. Жительница Бугульмы 2 года назад начала разводить породистых кур. И теперь китайские куры несут цветные яйца. Начинала для души, а теперь это занятие превратилось в свое дело. Каждый день собирая яйца. В этот день не знаю, сколько будет. В день, бывает, собирает и по 6 десятков. Да и яйца непростые, голубые. Несут их кури китайской породы ухейлюй. У Розы Шафиковой их в хозяйстве больше 20. Неприхотливые, они очень спокойны. Вот это ухейлюй, они очень спокойные. Мало едят они вообще, мало едят. Чистенькие такие они. Клюв, гребешок, ножки таких кур черного цвета. И даже мясо, говорит домохозяйка. Разводить породистых кур начала 2 года назад. Французские барбезе, брезгальская, михеленская кукушка, гамбургский стандарт. Всего разводит 15 пород. Инкубационные яйца специально привезла из Москвы. Увидела в интернете, у доводчика созвонилась, и они мне привезли яйца. Я их потом в инкубатор, и они мне вылупились. Сейчас в ее хозяйстве более 120 кур. По словам домохозяйки, их яйца даже полезнее, чем перепелиные. 5 лет держала и их, но куриные понравились больше. В интернете вычитала, что вот у простых несушек у них микроэлементы где-то 7, а у перепелов 15 микроэлементов. А вот у этих ухейлюй породы у них 50. И считается как ходячий бат. Содержать породистых кур несложно, говорит хозяйка. Условия питания такие же, как и для обычных кур. Дают пшеницу, комбикорм, воду. Для удобства своими руками сделали и вот такую автопоилку. В хозяйстве год назад появились и павлины. Теперь ждут их пополнения. В планах приобрести еще и фазанов. Филюза Хамидуллина, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Бугульминский район. Забрался в частный дом и напугал хозяев. Речь идет не о грабителе, но тоже о нежданном госте – бобре. Дикое животное обнаружили в пригороде Нижнекамска. Оказавшись в непривычной для себя обстановке, грызун вел себя агрессивно, поэтому жильцы обратились в службу спасения. Сообщение передали в Госкомитет Татарстана по биоресурсам. Приехавшие на место специалисты отловили бобра и выпустили его в привычную среду обитания. В продолжении выпуска информация о погоде. Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, берегите себя. Здравствуйте! О погоде на 12 мая поговорим после информации от спонсора. Квартиры от Акбарсдом. Дом там, где мы. Получи кэшбэк до 5%. Купи квартиру выгодно. Подробности по телефону в Казани 295 47 и на сайте akbarsdefisdom.ru. Купи квартиру онлайн от Акбарсдом. Дом там, где мы. Телефон в Казани 295 47. По данным сервиса Яндекс.Погода, во вторник на юго-востоке в Бугульме, Бавлах, Азнакаево будет малооблачно, но местами с дождем. Температура понизится и составит 14 градусов тепла. На северо-востоке, в Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге будет теплее, тут до плюс 18, временами с дождем. На севере Татарстана, в Агрызе, Менделеевске, Актаныше прогнозируется комфортная и теплая погода, осадки маловероятны. Тепло и малооблачно в Арске, в Кукмаре, Балтаси. Тут плюс 20, вероятность осадков минимальная. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Држаном синоптики обещают 21 градус выше нуля. И также без осадков. В центральных районах, в Чистополе, в Альметьевске, Мамадыше температурный фон будет держаться около 20-градусной отметки. Местами пройдет небольшой дождь. Федеральная сеть медицинских центров «Доктор Ост» лечение самых сложных заболеваний позвоночника и суставов без боли и хирургического вмешательства. За 10 лет в 10 городах России врачами клиники отменено более 10 тысяч операций.
Артрит, артроз, грыжа, операция. Стоп! При боли в позвоночнике и суставах поспешите в «Доктор Ост». Самые грозные заболевания лечим без операции и протезов. Невероятно щедрые скидки до 75%. «Доктор Ост». В столице Татарстана во вторник ожидается малооблачная погода без осадков. Ночью температура около 8 градусов, а днем воздух прогреется до плюс 20. Ветер восточный, слабый. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 48%. Магнитное поле Земли спокойное. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Всего доброго и до свидания.